Весь Божий мир замер в ожидании, когда придет на землю созидание. Она в грехах погибнет, не дождавшись дня. Спасем ее мы вместе, ты и я, ты и я. Проснись для любви, проснись и живи. Открой глаза на небеса. Там есть твоя звезда. Не надо слов, иди и сделай радугу. Душа поет, что ближний держит за руку. Земля цветет любовью и прощением. Спасем ее перерождением. Ты и я. Проснись для любви, проснись и живи. Открой глаза на небеса. Там есть твоя звезда. Проснись для любви, проснись и живи. Открой глаза на небеса. Там есть твоя звезда. Добрый день, дорогие друзья, здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на торжественной церемонии вручения 8-й общественной премии Римы Баталовой «Молодость нации». Здесь по сценарию аплодисменты. Добрый день, здравствуйте! К слову, нашу церемонию открыл официальный гимн премии «Проснись», автор музыки и слов Марина Черкунова. Итак, эта премия – это одно из наиболее значимых спортивных событий Башкортостана и России. Сегодня уже в 8-й раз свои награды получат люди, которые совершают самый настоящий подвиг. И согласно доброй традиции о том, что номер премии совпадает с датой проведения торжественной церемонии вручения премии, сегодня проводится 8-я церемония вручения премии 8 апреля. А также не только зрители в этом зале, но и вся страна сможет видеть прямую трансляцию всего того, что будет происходить на этой сцене на информационном портале Баш Ньюс и на канале прокультуру.рф. Это вы на всякий случай можете сообщить вашим близким и друзьям. И в этот день мы вновь будем чествовать тех, для кого нет преград, для кого нет трудностей. И таким человеком в первую очередь является сама основательница премии Рима Баталова. Только вслушайтесь, 13-кратная паралимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы. Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, учредитель регионального общественного фонда «Молодость нации». На перечисление всех ее званий и достижений уйдет немало времени. Мы засекали около 3,5 часов. Именно Рима Акбердиновна в течение многих лет поддерживает молодых спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Это имеет огромное значение для всего российского спорта. Порой не так просто найти силы для того, чтобы двинуться навстречу к победе.
Когда ты остался один перед лицом своих проблем, очень трудно представить, что все можно изменить. И важно именно в этот момент встретить человека, который поверит в себя. Итак, для открытия торжественной церемонии вручения премии «Молодость нации» на сцену приглашается Рима Баталова. Добрый день, дорогие друзья! Я сегодня рада поприветствовать вас всех гостей, всех друзей. Сегодня мы будем отдыхать. Общественная премия 8-я. Считаю открытой. Спасибо. Спасибо, Рима Абельдинна. Сегодня, вы знаете, сегодня в этом зале, но, впрочем, иначе быть не могло, присутствует огромное количество именитых гостей. И, конечно же, каждый из них внес свой вклад в развитие премии «Молодость нации». Каждый помог, каждый поддержал спортсменов-паралимпийцев. И мы, конечно же, очень хотим представить этих людей. Заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Ирик Хайривариевич Сагитов сегодня вместе с нами. Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Хамитов Амир Махсудович. Добрый день. Вместе с нами депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству Альфия Гумаровна Кагогина. Мы также рады приветствовать депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Гильмуддинова Динара Загитовича. Сегодня вместе с нами министр спорта Республики Башкортостан Хабибов Руслан Тагирович. Вместе с нами также министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Иванова Ленара Хакимовна. Министр образования и науки Республики Башкортостан Хажан Айбулат Вакилович. Руководитель агентства по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан Ульчев Максим Владимирович. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Башкортостан Панчихина Ольга Юрьевна. Заместитель генерального директора акционерного общества РФК по внешним связям Михалап Анна Александровна. Президент Федерации спорта слепых Абрамова Лидия Павловна. И, конечно же, сегодня в зале звезды спорта, без которых не проходит ни одно мероприятие Римы Баталовой. Итак, легенда советского баскетбола, четырехкратный чемпион СССР, обладатель Кубка СССР, заслуженный тренер РСФСР, российский телекомментатор, журналист, писатель Владимир Александрович Гомельский. Здравствуйте. Российская легкоатлетка, заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира Лебедева Татьяна Романовна. Российский легкоатлет, олимпийский чемпион, чемпион мира и трехкратный чемпион Европы, 12-кратный чемпион России по бегу на 800 и 1500 метров, заслуженный мастер спорта России Юрий Михайлович Барзаковский. Заслуженный мастер спорта России, двукратный призер Паралимпийских игр Александр Антонович Давидович. Паралимпийский чемпион, двукратный победитель и бронзовый призер чемпионата мира по плаванию, многократный чемпион России по плаванию Богдан Олегович Мозговой. Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта России Аделина Рустемовна Загидулина. Трехкратный чемпион мира, призер Олимпиады, трехкратный чемпион мира по летнему биатлону Максим Александрович Чудов. А также депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, депутаты Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан, главы городских округов и муниципальных районов Республики Башкортостан и представители разных религиозных конфессий. Мы рады вас приветствовать. Дорогие друзья, также в адрес премии поступает огромное количество поздравительных и приветственных писем. Так, в этом году приветственные письма нам отправили Председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Володин Вячеслав Викторович.
Администрация президента Российской Федерации, помощник президента Российской Федерации Левитин Игорь Евгеньевич. Министр спорта Российской Федерации Матыцын Олег Васильевич. Член Совета Федерации, трехкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта, герой Российской Федерации Карелин Александр Александрович и президент Олимпийского комитета России Поясников Станислав Алексеевич. А также президент Паралимпийского комитета России Рожков Павел Алексеевич. Но вы понимаете, что рамки нашего мероприятия не позволяют зачитать все эти письма, поэтому они уже переданы в руки Риммы Акбердиновны Баталовой. Что нам сегодня предстоит увидеть? Внимание! Будут названы именно те, кто, несмотря на трудности и преграды, покорил спортивные вершины. У премии «Молодость нации» множество номинаций. «Воспитать чемпиона», «Прорыв года», «Спорт без границ», «Надежда паралимпийского спорта». А также «Секрет победы», «Открытый взгляд», «По зову сердца». О каждой из этих номинаций мы подробно расскажем. Свои награды молодые спортсмены, это же те, кто внес большой вклад в развитие паралимпийского движения, получат из рук наших уважаемых гостей. Также вас ждут лучшие выступления артистов и творческих коллективов Республики Башкортостан. И не только. А прямо сейчас вы сможете увидеть награды, которые совсем скоро обретут наши победители. Приветствуйте аплодисментами. Перед вами «Молодость нации». Спасибо, девушки. Но необходимо отдельно сказать о работе фонда Риммы Баталовой «Молодость нации». За 10 лет им проведено свыше 1000 социальных и спортивных мероприятий в городах и районах Республики Башкортостан, в которых приняли участие свыше 15 тысяч детей и их родителей. И все эти годы фонд «Молодость нации» успешно занимается благотворительной деятельностью, которая направлена на социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья, привлечение их к здоровому образу жизни и развитие детско-юношеского спорта в Республике Башкортостан. Фонд Риммы Баталовой «Молодость нации» собственным примером показывает всем, что спорт действительно не имеет границ. И нет людей с ограниченными возможностями. Есть люди с ограниченными желаниями. Друзья, для вас на сцене народный артист Республики Башкортостан Роберт Юлдашев.
Эдуард Юлдашев. Браво. Дорогие друзья, итак, мы переходим к награждению в первой номинации «Воспитать чемпиона». Это номинация для родителей юных спортсменов. Семьи наших героев помогли им не только начать путь к будущим достижениям, а также своей опекой разрушили общественные преграды. Во многом благодаря их мудрости и любви росли будущие победители. Сегодня каждой семье, которая воспитала не просто чемпиона, но в первую очередь человека и гражданина, мы хотим сказать спасибо. Итак, в номинации «Воспитать чемпиона» побеждает семья Сидоровых. Семья Сидоровых. В этой удивительной семье 4 детей. Все дети ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом. Старшие сыновья Виктор и Михей посвятили жизнь спорту. Они являются членами сборной команды России по теннису на колясках и в прошлом году заняли первое место в парном разряде на первенстве России по теннису на колясках. Они своим примером показывают, как становятся настоящими спортсменами, как появляется воля к победе и желание быть лучше. Юным спортсменам без поддержки семьи, конечно же, не обойтись. Родители создают все условия, чтобы дать детям здоровье, собранность, организованность. А младшие брат и сестра берут пример трудолюбия, дисциплины, упорства и очень гордятся старшими братьями. Мы предлагаем вам обратить внимание на экран. Давай, давай! Ну, вообще началось это все еще 7 лет назад, когда вот пришли мы в первый класс. Как вот сейчас помню, Вячеслав Валентинович пришел на наше первое родительское собрание, пригласил нас на тренировки. Сейчас у нас тренировки ежедневные, то есть они у нас и без выходных практически тренируются. Когда вот каникулы, мы сами их тренируем, то есть на свободно открытые корты выезжаем. По здоровью проблемы были раньше, да, то есть как бы постоянно болели. Начали заниматься спортом, все меньше и меньше, то есть сейчас практически ни болезнь, ни ОРВИ, даже насморка практически не бывает никогда. Я занимаюсь теннисом 7 лет, и я мечтаю стать чемпионом мира. Они у меня занимаются с 2015 года. Тогда впервые в республике заработала программа «Здоровое поколение. Сильные регионы». Они первые выпускники этой программы. В результате вот этой программы дети сейчас показывают результаты. В прошлом году не стало моего дедушки, он был чеченец и спортсмен. Он занимался боевым самбо, и я ему обещал выиграть на соревнованиях свою большую победу на первенстве России, и я посвятил ему. Итак, уважаемые дорогие друзья, мы приглашаем на сцену семью Сидоровых. Проходите, дорогие наши, очень рада вас видеть на сцене. И, внимание, для вручения наград мы приглашаем на сцену заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан Эрика Хайривалиевича Сагитова, министра спорта Республики Башкортостан Руслана Тагировича Хабибова и депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Альфию Гумаровну Кагогину. С превеликим удовольствием мы вас всех будем видеть на этой сцене. Здравствуйте! Уважаемые дорогие наши высокие гости, я предлагаю следующую механику. Для начала мы попросим вас сказать пару слов относительно премии, ну а затем уже приступать к церемонии награждения. Эрик Хайривалиевич, пожалуйста, пару слов. Добрый день, уважаемая Римма Акбердиновна. Добрый день, уважаемые гости, участники общественной 8-й премии имени Риммы Акбердиновны. Действительно, очень приятно сегодня находиться очередной раз в прекрасном зале. 8-й раз уже Римма Акбердиновна проводит вот эти премии. Просто вот, наверное, приходя каждый раз сюда, вот у меня прямо иногда бывает даже слезы пробивают, смотря на тех ребят, которые сегодня достигли таких высот. Ну, действительно есть девиз, да? Победи себя и будешь непобедим. Потому что сегодняшний день они действительно герои. Герои, у меня других слов просто нет. Ребята вот своими достижениями показывают на уровне республики, России, международном уровне становятся чемпионами России, чемпионами мира.
и то, что доказали в 2021 году действительно олимпийскими чемпионами, которые нашу республику подняли на уровне международной арены. Такого, наверное, действительно многие-многие года такого у нас еще и не было. Поэтому еще раз, сегодня я хочу, конечно же, поклониться, огромные слова благодарности сказать Римме Акбердиновне, потому что за то, что вот, даете шанс вот этим ребятам, вот действительно знать все-таки нет ничего невозможного. Спасибо вам большое. Ну и, конечно, я поздравляю и огромным удовольствием вручаю те награды ребятишкам. Вам удачи, ни на чем не останавливаться. И действительно, те слова, которые стать олимпийским чемпионом, чтобы она сбылась. Не бывает то, что солдат, который не мечтает быть генералом, правильно, да? А нам надо стать олимпийскими чемпионами. Спасибо вам. Спасибо, Ирик Григорьевич. Спасибо родителям, потому что родители, конечно же, в первую очередь рядом всегда. Вам спасибо. Здоровья, счастья, успехов, всех благ. Спасибо вам. Да, скоро мы приступим к награждению. Альфия Гумаровна. Альфия Гумаровна, да, если вам не сложно, тоже пару слов. Дорогие друзья, для меня сегодня огромная честь и удовольствие разделить с вами это торжество и поприветствовать со сцены огромную команду единомышленников, объединенных одной мечтой — создать наилучшие возможности нашим особенным детям для того, чтобы они реализовали себя. Во-первых, я хотела бы сказать слова глубочайшей признательности идеологу этого проекта Римме Акбердиновне Баталовой, моей подруге, коллеге, депутату Государственной Думы. Вы знаете, Римма удивительный человек. Она одна из лучших парламентариев. Она горячий лоббист своей малой родины. Она прочный мост между Башкортостаном и федеральным центром. Она горит сама и заражает всех вокруг своей энергией, объединяет вокруг себя красивых и благородных людей. Я знаю, что ее горячо поддерживает и глава республики Ради Фаритович Хабиров, и правительство республики, и общественные организации, и лидеры общественного мнения. Я хотела бы вас, дорогие друзья, попросить искупать в овациях всю ее команду и сказать спасибо таким образом. Я хотела бы особо, как женщина, как мама, у меня у самой 3 сыновей, как дочь, сказать, что эта общественная идея Риммы Акбердиновны чрезвычайно актуальна и очень-очень полезна для нас в современном мире. Ведь, с одной стороны, она помогает особенным детям реализовать свою мечту, войти во взрослую жизнь, воспитать в них лидерские качества, верить в себя. С другой стороны, это шанс для нас, для взрослых, показать себя с лучшей, благородной человеческой стороны. Я много раз слышала фразу, что работать с детьми – это особое призвание. Работать с особенными детьми – это судьба. Я разделяю это мнение, и в этом зале вместе с нами присутствуют педагоги, тренеры, родители наших замечательных детей, которые каждый день прививают им несгораемые навыки, которые учат их соревноваться не с кем-то, а в первую очередь с самим собой вчерашним, сегодняшним, чтобы завтра стать лучше. И я хочу сказать огромное человеческое спасибо людям, которые посвятили свою жизнь детям. Дай Бог вам, чтобы то, что вы делаете для детей, чтобы вернулось вам сторицей. Спасибо вам за верность профессии, за ваше огромное доброе сердце, за ваш профессионализм. Поаплодируем.
А в завершении, друзья, я хотела бы пожелать всем нам мира и счастья, здоровья и душевного тепла. И дай Бог нам сил и терпения идти по этой длинной дороге вместе с нашими детьми. Спасибо. Спасибо за теплые слова, Альфия Гмарна. Руслан Игоревич, прошу вас. Уважаемая Римма Акбердиновна, дорогие друзья, на самом деле ежегодно мы ждем это для нас важное спортивное событие, фактически всероссийского вот такого вот масштаба, потому что общественная, мне хочется сказать, спортивная премия, да, Риммы Баталовой сегодня это очень яркое явление. Мне хочется отметить, что это прежде всего возможность для наших спортсменов, прежде всего возможность для наших детей быть выше. Это фактически социальный лифт. Сегодня победители данной премии являются уже паралимпийскими чемпионами, чемпионами мира, чемпионами Европы. И, безусловно, о том, о чем мечтают сегодня наши спортсмены, ребята, и о чем говорят, у вас, ребята, обязательно это получится. Получится потому, что в Республике Башкортостан уделяется особое внимание развитию адаптивных видов спорта. В Республике Башкортостан на сегодняшний день есть тренеры. А как говорит наш глава, если есть тренер, значит есть секция, значит есть возможность для наших детей заниматься любимым видом спорта, и значит будут обязательно результаты, будут обязательно победы. И мне хотелось бы поблагодарить и сегодня тренера, очень известного тренера нашей республики, нашей страны, на самом деле Вячеслава Шамаева, который здесь, да, и который на самом деле представляет вот это вот направление. Вы знаете, что у нас впереди еще очень большое количество спортивных событий и мероприятий. Но на самом деле премия Риммы Баталовой – это самое яркое и самое на сегодняшний день известное мероприятие нашей республики. Дорогие друзья, я от души вас поздравляю и, безусловно, поздравляю уважаемых наших родителей за то, что на сегодняшний день вы создаете для ваших детей будущее. И будущее это будет, безусловно, спортивное и прекрасное. Спасибо, друзья. Спасибо. Ну а теперь мы попросим наших уважаемых гостей наградить наших победителей, семью Сидоровых. Прошу вас. Победители в номинации «Воспитать чемпиона». Семья Сидоровых, которая действительно заслуживает самых громких аплодисментов. Да, ну и, конечно, отдельно стоит сказать вам спасибо за то, что вы показываете, какой должна быть семья. Ну, а после того, как мы вручили все подарки, общая фотография. Ирина Криваревич, Руслан Тагирович, Альфия Гмарна, прошу вас. Да, и у нас правило такое, знаете, хорошее. Во время фотографирования, чтобы улыбки были шире у наших гостей, нужно аплодировать. Это очень важно. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо и семье победителей, нашим уважаемым гостям. Как говорится, добро пожаловать в Башкортостан. Спасибо. Итак, леди и джентльмены, дамы и господа, жители Башкортостана, а также гости нашей славной республики. С сентября 2021 года фонд Риммы Баталовой «Молодость нации» реализует проект «Танцы на колясках для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Подарите нам крылья», в рамках которого организована работа по обучению детей и молодежи с поражением опорно-двигательного аппарата танцам на колясках. Приобретен необходимый спортивный инвентарь, костюмы, аксессуары и оборудование. Ребята тренируются всего лишь на протяжении 7 месяцев и уже являются победителями и призерами масштабных событий. Международного благотворительного танцевального фестиваля Inclusive Dance, международного интернет-соревнования Try It, Do It, всероссийского фестиваля танцев на колясках «Лучик света» и многих других. Дорогие друзья, вас поздравляет заслуженный артист Республики Башкортостан Зайниддин. Прошу любить и жаловать. Добрый день! С праздником! Хайда!
можно пошуметь! Дорогие друзья, можно всех попросить руки поднять наверх? Можно? Балкон тоже вместе с нами, можно? И давайте все вместе поаплодируем. Раз, два, три. Хей! Хоп! Давай, давай, давай! Хоп! Еще, еще, еще! Хоп! Давай, давай, давай! Хоп! Уфа! Башкортостан! Чемпион! Вот это я понимаю праздник. Спасибо! Зайнидин. Спасибо, ребята, спасибо. Это было потрясающе. Впрочем, как всегда. Внимание, организация и проведение премии было бы невозможно без помощи наших дорогих партнеров. Ну и, конечно же, благодарность им выражаем все мы и лично Рима Баталова. Итак, партнеры и спонсоры молодости нации. Хамитов Амир Махсудович, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту. Назаров Денис Андреевич, президент группы компании «Аструм», депутат Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан. Аплодисменты, правильно Да, делаете? давайте аплодировать. Группа компаний «Ревстройпроект». Завод пластмассовых изделий «Альтернатива». Компания «Аркстройинвестиции». Компания «Базис». Компания «РБ Спорт». Акционерное общество «Башвтормет». Компания «Газпром Трансгаз Уфа». Центр предпринимательства и поддержки Ильнура Урузинбетова. Компания «Гарант Регион». Акционерное общество РФК. Компания «Хладокомбинат Город Салават». Развивающий центр «Юные таланты Башкортостана». Ох, какие красивые аплодисменты нашим партнерам и спонсорам, нашим дорогим меценатам. Ну что же, а мы переходим к нашей следующей номинации «Прорыв года». Приз в этой номинации достанется спортсмену, который добился в 2021 году наиболее ярких и значимых спортивных результатов, несмотря на свой юный возраст – до 20 лет. Внимание, а победителем стала, здесь нужно добавить пафоса, Альферова Александра. Аплодисменты! Александра впервые встала на лыжи в декабре 2020 года. Представляете, и на сегодняшний день она уже является мастером спорта по горнолыжному спорту. В 2021 году она завоевала первое место на Всероссийской зимней спартакиаде инвалидов. И вот совсем недавно, в марте месяце, она завоевала 2 серебряных и 2 бронзовые медали на чемпионате России по спорту слепых. Ну а сейчас внимание на экран. Мне нравится кататься, мне нравится ощущать вот эту свободу, смотреть на красивые виды, горы, особенно когда в других городах. Меня сначала повезли в Красноярск на спартакиаду, вот.
Там меня заметил главный тренер, и мы поехали на мой первый чемпионат. Ну, как раз получила КМС. Поехали на второй чемпионат уже в этом году, где я и получила мастера спорта. Честно, я не верила, что она, когда первый раз она на спартакиаду поехала, как бы она же не стояла на лыжах, я не верила, что она вообще какую-то медальку получит. А когда она получила 2 первых места, то есть 2 золотые, я поняла, что все возможно. Я всегда чем-то занималась, ну почти всегда. Я помню, и на плавание ходила, потом где-то в классе 5 пошли на легкую атлетику. Танцами тоже занималась, а после на горнолыжках. В первую очередь у меня гордость, очень большая гордость за нее, за все ее победы. Во-вторых, как бы это полезно, она нигде не ходит, она занимается, как бы мне кажется, как хорошим делом. Спорт — это вообще в жизни в каждого человека. Мне нравится общаться с людьми, они как-то стали близкими. В чем секрет успеха? Секрет успеха — это вера в себя и помогает дальше идти люди, которые тоже верят в себя. Итак, мы приглашаем на сцену победителя в номинации «Прорыв года» Александра. Мы просим вас выйти к нам. Аплодисменты, конечно же, всех тех, кто в зале. Для вручения наград на сцену приглашаются министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленара Хакимовна Иванова И генеральный директор сети торговых комплексов «Фаструм» Федоров Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Здравствуйте, Ленара Хакимовна. Александр Геннадьевич, здравствуйте. Рада вас видеть на этой сцене. Ну что, пару слов, прошу. Дорогие друзья, такое счастье вообще здесь находиться. Саша сказала самые правильные слова в конце про спорт. На самом деле, Рима Акбердиновна, ты делаешь великое дело, потому что вот именно так, в лучшем концертном зале республики, именно с таким пафосом, с таким огромным наполненным залом надо чествовать таких людей. И эти ребята поверят точно, что все у них получится и что все мечты сбудутся. Риму Акбердиновну знают на самом деле в республике практически все наши дети-инвалиды. Вот могу сказать, как министр социальной защиты, что все реабилитационные центры получили от Римы Акбердиновны тренажеры, какое-то спортивное оборудование, и это, пожалуй, лучшее, что можно сделать для ребят. И то, что говорила Альфия Гумаровна, кстати, говорила очень глубоко и очень красиво про деятельность Римы в Государственной Думе, это только просто дополняет ее образ. Низкий поклон, Рима, тебе за то, что ты делаешь от всех, вот от всего этого зала и от всех детей нашей республики. Спасибо. Да, мы будем поздравлять. Я хочу сказать всем, очень рада всех видеть. Всем добра, света, тепла, мирного неба, солнца и семейного благополучия. Спасибо. Александр Геннадьевич, пожалуйста. На самом деле, уважаемая Рима Акбердиновна, это, ну вот, даже дух захватывает. На самом деле, такое благое дело. На сегодня это 8-я премия. Ну а 8-ка, как правило, это бесконечность. Спасибо вам и низкий поклон за такое благое дело, потому что вы сами добились в этой жизни, каких званий, каких побед, вы даете возможность это осуществить нашим детям. Спасибо вам. Спасибо. Итак, мы приступаем к, собственно, награждению победительницы в номинации «Прорыв года». Александр, не спешите, у вас много подарков сейчас будет в руках. Да, это, конечно, необходимо запротоколировать. Фотография, наши добрые аплодисменты. Наши очень добрые громкие аплодисменты. Я напомню, что на сцене победительница в номинации «Прорыв года» Александра Альферова. Ура! Браво! Ну что, спасибо огромное. Вот теперь уже можно спокойно занимать место в зрительном зале.
Спасибо огромное, спасибо. Да, Александр Ильич, вы, конечно, как джентльмен сейчас помогаете. Да? Спасибо. Еще раз проводим аплодисментами. Это наша вторая номинация, победительницу которой озвучили вот буквально пару секунд назад. Переходим к следующей номинации. Это также одна из самых важных и ярких номинаций премии «Надежда паралимпийского спорта». И она присуждается молодому спортсмену с ограниченными возможностями здоровья, достижения которого говорят сами за себя. Россия по сей день остается одним из лидеров паралимпийского движения, несмотря на ситуацию, которая сложилась в мировом сообществе. А Башкортостан подарил всему миру спортсменов, которых смело можно назвать легендами Паралимпиады. Именно поэтому для нас такое значение имеет премия «Молодость нации». Итак, в номинации «Надежда паралимпийского спорта» побеждает Камила Рахимова. Камила Рахимова. В 2014 году фонд Риммы Баталовой «Молодость нации» уже награждал семью Камилы в номинации «Воспитать чемпиона». На протяжении 7 лет Камила показывала положительную динамику по плаванию в спорте слепых. Это самая результативная, молодая и подающая надежды тотально незрячая спортсменка в Республике Башкортостан в рамках дисциплины плавание спорт слепых. Камила является 4-кратной чемпионкой чемпионата Республики Башкортостан по плаванию спорт слепых. Город Уфа, 22 год. 5-кратной чемпионкой первенства России. Также она завоевала 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали на чемпионате России по плаванию спорт слепых в городе Раменское. Внимание на экран. Когда я совсем маленькая была, мне было 6 лет, мне сказали, что мне полезно будет заниматься плаванием. Но в итоге мне это очень понравилось, у меня начало хорошо получаться, и мы решили уже попробовать с родителями, выйти на большую воду, вдруг что-то получится. Вроде бы, тренер решил, что все получается, и есть шанс развиться дальше в спорте, и мы начали уже ездить на соревнования профессионально. Последний чемпионат России и первенство России в 2021 году, когда она выступала в первенстве, это было ее последнее первенство. По причине того, что она уже у нас девочка достаточно взрослая, мы завоевали все 5 золотых медалей на всех дистанциях. И буквально 10 дней назад мы прилетели с Москвы, где проходил чемпионат России, где Камила завоевала 6 медалей. 2 золотые, 3 бронзовые, 1 серебряную медаль. То есть в республике более сильного спортсмена в дисциплине плавания спорт слепых пока нету. Наличие такого центра, конечно же, подразумевает улучшение результатов, и по-другому быть не может. На сегодняшний день мы находимся технически в одним из самых лучших центров нашей страны. Изначально, на самом деле, нас было не очень много. Я ездила на чемпионат России, когда первый раз еще маленькая была. Я вне конкурса там выступала, но вот именно незрячих ребят, именно вот детей было не так уж много. Но я теперь замечаю, что у нас с каждым годом на самом деле все больше и больше становится. Люди смотрят, родители, что можно заниматься с незрячими детьми, что они тоже способны добиваться успеха в спорте, и все больше и больше спортсменов становится таких. Внимание, для получения награды мы приглашаем на сцену Камилу Рахимову. Ну а для вручения награды на сцену приглашаются заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка, 6-кратная чемпионка мира, 2-кратная чемпионка Европы Татьяна Романовна Лебедева. Ну и давай добавим наша землячка. Это очень важно. Также мы приглашаем на сцену министра образования и науки Республики Башкортостан Айбулата Акиловича Хажина. Здравствуйте, дорогие наши уважаемые гости. Здравствуй, дорогая Камилочка. Уважаемая Татьяна Романовна, прошу вас. Добрый вечер, дорогие друзья, и снова здравствуйте. Наверное, если бы в этот раз в этой номинации вы не увидели меня, такого просто быть не могло, даже если бы Римма Акбердиновна не пригласила, потому что спортсменов бывших не бывает, и, наверное, мы уже прирослись в этой в общественной премии, и самое главное, мне действительно очень приятно приезжать каждый раз, и когда я вижу звонок, я, конечно, все дела сразу откладываются и прилетаю, потому что не место красит человека, а человек, который находится на своем месте, занимается любимым делом, продвигает, созидает, любит и вдохновляя тысячи мальчишек и девчонок на свершение, на достижение, на развитие. И, наверное,
в этом и заключается смысл жизни. Пока есть надежда, мы живем, мы развиваемся, мы любим. И Риммой Акбердиновой нельзя не восхищаться. Ее можно любить, уважать, видя, как она, как пчелка, трудится и действительно всю свою пассионарность и энергию направляя на развитие спорта в республике и в России в целом. Поэтому у нас традиция хорошая, и то, что именно в номинации «Надежда паралимпийского спорта» у нас уже есть и свои победители, паралимпийские чемпионы, и мы надеемся, что традиции продолжатся. И Камила, действительно, я уже, смотря ваше интервью, увидела, что вы активная, оптимистичная, и именно такими становятся чемпионами, и будьте примером для всех. И хочется поздравить и родителей, что продолжаете традиции, верите в детей и даете им развитие, даете им надежду. В добрый путь, и пусть все сложится удачно. Спасибо огромное, Татьяна Романовна. Айбулат Вакилович, прошу вас. Дорогие дети, дорогие коллеги, наставники, тренеры, уважаемая Римма Акбердиновна, вот уже 8 лет самое яркое, самое грандиозное спортивное событие нашей республики, это вот как раз премия Риммы Акбердиновны «Молодость нации». Каждый год наши дети из коррекционных школ, из общеобразовательных школ ждут, когда будут определяться победители, призеры по каждой из номинаций, потому что это на самом деле путевка в жизнь. Это праздник, который на самом деле и важен для каждого ребенка, для каждого спортсмена, важен для тренера, не менее важен, конечно же, для родителей. Я искренне рад, Камила, что у тебя вот такие уже, на самом деле, невероятные успехи в твоем виде спорта. Я уверен, что вот эти вот 5-6 золотых медалей, которые ты завоевала, абсолютно становясь чемпионом в своем виде спорта, это только начало твоей спортивной карьеры. Я уверен, что на мировом спортивном небосклоне твоя звезда будет гореть долгие-долгие годы. С праздником всех! Спасибо, наши уважаемые гости. Ну а теперь мы просим вас вручить, собственно, главные атрибуты нашей премии. Это и статуэтка, и подарки от организаторов, лично от Риммы Акбердиновой, от наших друзей, партнеров, меценатов. Как тепло от ваших аплодисментов. Вот ей-богу, а Камиле-то как приятно осознавать, что в зале столько людей, которые ее поддерживают всячески. Победитель в номинации «Надежда паралимпийского спорта» Камила Рахимова. Ну а сейчас праздничная добрая фотография. Я считаю, что это потрясающая фотография. Огромное спасибо и нашим многоуважаемым гостям. Наши поздравления Камилочке еще раз. Камила, верим, что то, что вы показываете сейчас, это только начало. Вот даже не сомневаемся. Аплодисменты. А вот сейчас на сцену выйдет коллектив, который называется «Подарите нам крылья». И я хочу обратить ваше внимание на то, что этот коллектив не то чтобы курирует лично Римма Акбердиновна, но делает все для того, чтобы коллектив, во-первых, появился, во-вторых, не просто существовал, а развивался. И этот коллектив не профессионалов, но больших вот уже звездочек. «Подарите нам крылья» и заслуженная артистка Республики Башкортостан Диана Иштиязова. Поехали! Bizden sıçtık baksalarda yerilik Yalı faraş mumlu yadırda gibi de birge irenik Üyem tigen rüvine yaşırgeyde güdüme Başkırtıstan minen gud nurum Güzel öpüm minen gud yarım Öpü yürek tibişim Öpüminen başkalam Yaraklarda alımı Büdleyip baytan hayın Hiyatan kalam Uğdaran kıptarınıdı Sakıralar taraftar Doktalğanday bula vakıtta
Ötüden gitmenim Hin kalmamın uçmakta Ötübüzde kavuşa beni buldun yola Koyda bu hakta Şeker hem şairler Ahırı bunda yaralgan Hıyallar kökleri yüzüne yondup Gevek bulup daralgan Öfü yürek tibişim Öfüminin başkalam Yaraktardan büzleyen Kaytan hayın hiyatan kalam Uğdarın kızlarınızı Sakıralar taraftar Doktalganday bulan vakıtta Asraşkanda beden karaşlar Öfü yürek tibişim Браво! Подарите нам крылья, Диана Ишниязова. Потрясающе. Спасибо вам огромное за такие теплые аплодисменты в адрес наших артистов. Ну что, мы готовы продолжить и объявить нашу следующую номинацию «Спорт без границ». Внимание! Эта номинация вручается в нескольких категориях. Глухие и слабослышащие спортсмены, слепые и слабовидящие спортсмены и спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. И в категории глухие и слабослышащие побеждает Сергей Торопов. Сергей Торопов! Сергей на протяжении многих лет занимается плаванием. Сергей регулярно тренируется. У него нет границ в спорте, о чем свидетельствуют многочисленные награды и грамоты. Да, Сергей, я попрошу вас вот чуть правее, да, чтобы вы увидели сюжет, посвященный вам. На сегодняшний день он уже является мастером спорта по плаванию. В 2021 году он стал двукратным чемпионом первенства Республики Башкортостан по плаванию, а также завоевал 2 бронзовые и 1 серебряную медали на чемпионате России по плаванию. Смотрим фильм, в главной роли вот этот молодой человек. Прошу. Ты же плаваешь уже сколько там по времени? Где-то 10 лет уже тренируешься. 10 лет там, и ты стал мастером спорта. Да, сколько лет уже мастер спорта ты уже? Ага. Он говорит, что мастером спорта уже как 15 лет стал мастером спорта, он присвоили ему. Сейчас ему, значит, 18 лет. И вот, в общем-то, результаты он показывает достаточно высокие. Это на уровне первенства России среди спорта глухих. Занимает 2-е и 3-е места. Ты как, тайна какая у тебя? Ты как, работаешь много или что там, все, ты как? Спрашиваю. Ну, да, ну, говорит, много приходится работать, не пропускать тренировки. Тренировок не пропускать и много работать. Естественно, чтобы вот этого не болеть. Все, да, естественно. Так получилось, что братишка его на первых соревнованиях быстрее его проплыл, и он расплакался, разревелся. Это вот этим мне он запомнился. Вот таким образом. А так Сергей Торопов, он довольно-таки очень настырный. И очень рано, раньше всех выполнил норматив мастера спорта, ему присвоили. Так что самый юный мастер спорта был у меня. Я рассказал, что ты учишься. Да, ну и, судя по всему, этот молодой человек имеет успех у девушек. Мы еще одну категорию должны объявить – слепые и слабовидящие. В этой категории побеждает Венер Латыпов. Венер Латыпов. Венер с 3-го класса занимается в секции дзюдо. Он ежедневно тренируется, участвует во всех спортивных мероприятиях и представляет свою школу
на соревнованиях по дзюдо, легкой атлетике, лыжным гонкам, настольному теннису, спорт слепых. Победитель и призер городских, республиканских, всероссийских соревнований по дзюдо, настольному теннису для слепых и лыжным гонкам. В апреле 2021 года он занял первое место в первенстве России по дзюдо в городе Ульяновск. В декабре 2021 года первое место в первенстве по настольному теннису для слепых в городе Салават. Посмотрим небольшой видеоматериал. Когда вот в классе 3 посетил спортивную секцию дзюдо, то мне это очень прямо тронуло глубоко и понравилось. То, что данный вид спорта закаляет дух и укрепляет тело. И я как бы из-за этого начал заниматься именно таким видом спорта. Так своего рода разрядка, так скажем. Мой тренер Бердышева Ольга Юрьевна, я ей хотел огромную благодарность выразить за то, что она поддерживает меня во всех моих начинаниях, именно в этом спорте, и помогает двигаться к мечте, стать олимпийским чемпионом. Ну, Венера учится у нас с 1 класса. Маленький мальчик пришел, очень был к маме привязан. И буквально мама приходила, Венера плачет. Он с Учелов далеко живет, мама не могла с ним долго здесь находиться. Но Венер, ну, Улым, сынок, ну потерпи, привыкнешь. Венеру здесь уже как бы конкурентов нет. И мы ездим раз в неделю на тренировку в сельхозинститут. Там занимаются и зрячие ребята, и глухие ребята. А глухие ребята, они физически сильнее, плюс они видят и дают, конечно, отпор. И Венера оттуда практически уползает, но он у нас не сдается. И каждую неделю говорит, как пятница, либо вторник, там 2 раза в неделю день борьбы, когда пойдем. Потому что только борясь с сильным, ты становишься сильнее. В 2019 году у нас появился теннисный стол благодаря проекту Римы Баталовой «Молодость нации», пространство со скоростью звука. И все ребята у нас загорелись, и борцы не остались в стороне, как всегда, впереди на белом коне. И инвентарем нас обеспечили, и 2 стола, и с удовольствием стали играть. В том числе и Венер увлекся этим видом. Приходил у нас еще Артем Бондаренко, который ему конкуренцию составлял. И они вместе играли. Чтобы стать номером 1, надо много пахать, так скажем. Другого способа не придумано. Браво, Венера, молодец. Ну и сейчас мы узнаем имя еще одного победителя, если быть точнее, имена победителей в номинации «Спорт без границ». Итак, в категории спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата побеждают Анастасия и Милана Судовиковы. Сестры Судовиковы с детства занимаются спортом, они ежедневно тренируются. Милана и Анастасия имеют первый спортивный разряд по теннису на колясках, а также занимаются танцами на колясках в рамках проекта «Подарите нам крылья», который реализуется фондом «Молодость нации». Они обе входят в состав сборной команды России по теннису на колясках. Они являются победителем первенства России по теннису на колясках, международного благотворительного танцевального фестиваля Inclusive Dance, международного интернет-соревнования Try It, Do It. Ну и, конечно же... Внимание на экран! Мы в конце 3 класса начали заниматься. Нас позвали и все, начали заниматься. Сначала стоя участвовали на соревновании, потом на коляске. Вальс был в 3 классе, потом с 4-го выбор на коляске. Ребята, мы ездили везде выступать. Девочки, конечно, вначале немножко стеснялись. Когда мы начинали танцевать, раскрыть их танцевальные способности, это было основной задачей. Конечно, они с возрастом становятся более открытыми, более танцевальными. Хочется отметить, что они очень работоспособные. То есть никогда я от них не слышала, что они устали, что у них какие-то проблемы. То есть в таком хорошем плане работяги. Это, конечно, привело к определенным успехам. И когда мы ставили вопрос о том, чтобы уже в спорте попробовать более серьезное участие в чемпионате, или вот, например, вопрос комби, когда они с ребятами, конечно, они были первыми претендентами, и они, естественно, у нас являются основными надеждами на наш танцевальный спорт именно по танцам на колясках. Сестры Судовиковы в прошлом году стали победителями первенства России по теннису на колясках. Успех в каждодневных тренировках, и физическая подготовка, и техническая подготовка, и
Конечно, психологическая подготовка. Надо заниматься, пресс-отжимания делать. Если пресс-отжимания делать, то пусть быстро кататься, пусть все мячи отбивать, успевать. Молодцы. Ну что, победители в номинации «Спорт без границ» уже на сцене. Ну а для вручения наград мы приглашаем депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, заместителя председателя Комитета по физической культуре и спорту Амира Максудовича Хамитова, А также российского легкоатлета, олимпийского чемпиона, чемпиона мира, трехкратного чемпиона Европы, 12-кратного чемпиона России по бегу на 800 и 1500 метров, заслуженного мастера спорта России Юрия Михайловича Барзаковского. и паралимпийского чемпиона, двукратного победителя и бронзового призера чемпионата мира по плаванию, многократного чемпиона России по плаванию Богдана Олеговича Мозгового. Мы очень тепло встречаем всех наших почетных гостей, больших друзей премии. Ну, Богдан Олегович еще не поднялся, поэтому можно же поаплодировать, да, Богдан Олегович? Как тепло вас встречают здесь. Амир Максудович, прошу вас. Добрый день, дорогие друзья. Меня переполняют эмоции, чувства. Я счастлив и горд находиться здесь, на этой сцене, с нашими победителями. Это люди действительно с очень широкими возможностями. Им приходится постоянно преодолевать себя, а это многое значит. Надеюсь, у них все получится и ждут большие победы. Также хочу поблагодарить Римму Акбердиновну за вашу работу, которую вы делаете, чтобы все эти люди с ограниченными возможностями не чувствовали себя такими, а чувствовали себя полноценными членами общества. Спасибо. Спасибо. Юрий Михайлович. Уважаемая Римма Акбердиновна, дорогие друзья, я приветствую всех. Римма, спасибо еще раз за приглашение. Это действительно большой праздник для спортсменов. Дорогие ребята, ну, во-первых, хочу поздравить вас с номинацией всех, а во-вторых, вот все, кто здесь присутствует, молодые спортсмены, ребята, вот берите пример, есть к чему стремиться, на самом деле поймите, нет ничего невозможного. Ставьте цель, идите к ней, обязательно, у вас все получится. У вас есть прекрасные тренеры, верьте в них, ваши родители верят в вас. Ставьте цель, идите к ней, и все получится. Посмотрите на Римму Акбердиновну. В свое время она тоже начинала постепенно. Посмотрите, сколько у нее заслуг. И что она делает сейчас. Она достигла всего и теперь дарит это вам. Поэтому, Римма, низкий тебе поклон за это. Ребят, а вам успехов на будущее. Спасибо. Богдан Олегович. Здравствуйте, дорогие друзья, Римма Акбердиновна и дорогие гости. Это очень яркий, красивый, красочный праздник. Неописуемо много можно о нем говорить. Я сам был лауреатом этой премии, выигрывал. И, к сожалению, очень давно не посещал это мероприятие в связи с графиком тренировок. Не получалось никак. И вот сейчас, сидя в зале, наблюдая, я умилялся, смотрел на все эти красоты, на все эти интервью. Потому что дети, будущее, это будущее нашей страны. То есть спорт, детский спорт – это наше все. И хочу поздравить всех номинантов с их победами и, конечно же, не останавливаться на достигнутом и идти дальше к золотым медалям, и желательно ни к одной. Спасибо огромное за теплые слова. Ну а сейчас, уважаемые наши дорогие гости, мы просим вас наградить 3 победителей в номинации «Спорт без границ». В категории «Глухие и слабослышащие» победил Сергей Торопов. В категории «Слепые и слабовидящие» Венер Латыпов. Ну а в категории «Спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата» победили Анастасия и Милана Судовиковы. Давайте наградим самыми громкими аплодисментами ребят, которые стоят на нашей сцене. Они действительно заслужили эту победу, заслужили свои награды и, конечно же, ваше настроение, ваши эмоции. Ну а сейчас, да, общая фотография красивая, совместная, все улыбаются. Конечно, это особенно приятно, когда награды вручают и депутат Государственной Думы, и олимпийские, и паралимпийские чемпионы. Очень почетно находиться вместе с ними на сцене. И кто знает, может быть, кто-то из тех ребят, которые прямо сейчас получили награды, через несколько лет сами будут награждать новых
победителей в номинациях. Спасибо огромное. Спасибо. Вы все большие молодцы. Ну, а нашим дорогим гостям, конечно, именитым гостям, хочется поаплодировать просто за то, что они озарили своим присутствием наш праздник. Ура! Спасибо. Да, ну все, мы просим вас занять места в зрительном зале, потому что, на самом деле, как вы понимаете, уважаемые дорогие гости, на этом еще ничего не заканчивается. И у нас еще много чего интересного. Девочки, ну вы, конечно, шикарные. И станцевали для нас. И вот сейчас награды получили. Ну, к слову о танцах, Лилия Евгеньевна. На сцене школа-студия «Тодес», город Уфа. Fall in this transfusion with the drip drop. Sauce everywhere, ring got broccoli in my Ziploc. Tatted on my face, no role model, that's for kid bops. Got it on my waist, let that rock, I'm floating. Floating, I'm floating, 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 I'm floating, 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 floating. Swag on max, got no legs, bitch, I'm floating. Might turn into a ghost punk, yes, I'm floating. Floating, I'm floating, 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 I'm floating, 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 floating. Swag on max, got no legs, bitch, I'm floating. Might turn into a ghost punk, yes, I'm floating. Let's ride. Let's ride. Let's ride. Let's ride. London Lamborghini, get out on the right side. Chauffeur stayed at home because my girl wanted to ride. Looking luxe and tasting plush, I'm feeling so alive. Wanna take it to the highway, come on, let's go for a drive. I like you cause you got cause you got that. Cause you got that. Cause you got that. I like you cause you got that. Something that I need in my life. So give it to me. Cause you got that. Like you cause you got that. Something that I need in my life. That I need. So cause you got that. Like you cause you got that. Something that I need in my life. So give it to me. Cause you got that. Like you. Cause you got that. Like you. Like you cause you got. Школа-студия «Тодес». Такие шумные, такие веселые. Дорогие друзья, уважаемые гости, многого ли спортсмен может добиться один? Безусловно, для победы нужна его воля, стремление, талант, но разве только это нужно? Часто за спиной чемпиона стоит тренер, который провел своего воспитанника по пути к пьедесталу. К сожалению, их имена известны немногим, но без ежедневного труда этих людей наш спорт бы лишился своей славы, ведь именно наставники могут открыть новые горизонты талантливой молодежи. Следующая номинация, как вы понимаете, «Секрет победы», была предложена Римой Баталовой именно для того, чтобы отметить лучших тренеров, которые воспитывают спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Ну а победителями в номинации «Секрет победы» стали сразу несколько человек. И один из них – Игорь Львович Тверяков. Игорь Львович является заслуженным тренером России. Старший тренер сборной России в течение вот уже 27 лет. Успешные выступления сборной России на всех Паралимпийских играх – это в том числе и его заслуга. Игорь Львович имеет огромное количество государственных наград, среди которых отличник образования Республики Башкортостан, отличник физической культуры и спорта России, имеет почетный знак за заслуги в развитии олимпийского движения в России. Внимание на экран. О премии я уже знаю, она уже существует много лет.
работа, которая проводится в этом направлении, она дает толчок новым достижениям как спортсменов, так и тренеров. Я, в свою очередь, в паралимпийском движении уже более 30 лет. Вот. Помог мне в этом деле тренер Петр Захарович Буйлов, который мне подсказал это направление. И фактически все плавание паралимпийское начиналось, вот именно большое паралимпийское плавание с меня. То есть мои ученики стали этим заниматься. У меня, по большому счету, было 5 спортсменов-паралимпийцев. Всех их я поставил на первую ступень Паралимпийских игр. Игорь Львович – тренер с большой буквы. Он дал мне путевку в жизнь. Я очень благодарна ему. Он научил меня плавать. Я являюсь кандидатом в мастера спорта, а сейчас я работаю сама с детьми-инвалидами. Если учитывать альтернативные соревнования 2016 года, мои ученики завоевали 19 золотых медалей на Паралимпиадах. Мудрость – это любовь к своему делу. Вот эта мудрость самое главное, то, что дал Игорь Львович мне. Ну и воспитанникам своим вообще и по сей день дают. Также победителем становится Халил Равилович Шамасов. Халил Равилович является специалистом высокого класса с огромным потенциалом жизненной энергии. Как тренер он постоянно принимает личное участие в решении сложных проблем и многих насущно жизненных вопросов спортсменов-инвалидов. Он придерживается лучших традиций в подготовке Паралимпийского спортивного резерва по виду спорта плавание. Халил Равилович – тренер высшей квалификационной категории по плаванию детей с ограниченными возможностями здоровья. Его воспитанники завоевывают призовые почетные места в международных турнирах, чемпионатах и первенствах России и на Паралимпийских играх. Внимание на экран. С детьми-инвалидами работаю довольно-таки уже десятки лет, много. Школа-интернат номер 28 в Уфе. Также спорт глухих, интернаты 30-й, Идемский интернат. Получилось так, что с первых-вторых классов я их набрал, как раз этот набор. Слепые и глухие совместно тренируются. Один из них стал паралимпийским чемпионом в Токио. Это Гарипов Ильнур, мастер спорта международного класса. Также в этой группе есть девочка-чемпионка мира Бразилии. Ну, также вот молодой у меня парень тоже растет, Торопов Сергей. Спрашивает тренер, как? Показывает, что хороший тренер. И они обычно приходят и спрашивают, пришел или нет, пришел, по усам. Вахты там, они там говорят, не пускают их без тренера, естественно, порядок, что такое. И вот он говорит, пришел, нет. И вот они спрашивают. Поэтому... В 2011 году, как начал терять зрение, я почему-то захотел плавать. И почему-то так получилось, что я пришел именно к этому тренеру. Меня вот привели мои родители. И вот мы с ним до сих пор и очень-очень-очень плодотворно работаем. И большое ему спасибо за то, что это сложная работа, работать с паралимпийцами. Это надо понимать, вот, не то, что понимать, как человек может воспринимать физические нагрузки, он, наверное, вот понимает нас душевно очень в этом плане. И вот, за это ему огромное уважение и большое спасибо. И еще один тренер, удостоенный награды в номинации «Секрет победы» – Шамаев Вячеслав Валентинович. Который работает в спортивно-адаптивной школе Паралимпийского резерва Республики Башкортостан. Имеет звание «Лучший работник физической культуры и спорта Республики». Лучший тренер Башкортостана. Заслуженный работник физической культуры Республики Башкортостан. Заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации. Вячеслав Валентинович – тренер, преподаватель высшей категории, специалист по адаптивной физической культуре, теннисный энтузиаст и изобретатель, собравший одну из сильнейших команд теннисистов-колясочников России. Посмотрим видео. Это вот тренажеры мои собственными руками сделанные.
Мячики собрали? Слава, мишень туда поставь. Ну, тренер, он хочет, чтобы человек был всегда сильным, ну, самым сильным. И я бы сказал, что у него это получается. Потому что Башкирия на первых местах всегда по теннису на пляжках. В этом, в первую очередь, заслуга тренера. Нашего. Сильно не бить на технику. Он нам помог достичь успеха в теннисе. Да, говорил упражнения, мы его делали. Следующее упражнение мы его делали. Может чуть строже стать, а так в целом не такой уж строгий. Высокий, веселый. Спасибо. Ну вот, к сожалению, Игорь Львович, Халил Равилович не смогли сегодня присутствовать на нашей премии, но по уважительной причине они сейчас находятся на сборах со спортсменами в Краснодарском крае, готовятся к Кубку Республики Беларусь по плаванию. Поэтому для получения награды на сцену приглашаются заместитель директора Академии водных видов спорта, заслуженного тренера Игоря Тверякова, Данил Маратович Халиков, Специалист спортивной сборной команды Российской Федерации Республики Башкортостан по виду спорта «Спорт слепых» Ирину Игоревну Халикову. И лауреат премии «Молодость нации» в номинации «Секрет успеха» Вячеслав Валентинович Шамаев. Мы приглашаем вас подняться на сцену. Здравствуйте еще раз. Ну а что касается церемонии награждения, мы приглашаем на сцену многократного чемпиона мира, призера Олимпиады Максима Александровича Чудова. Депутата Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан, заместителя председателя Комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Милану Маратовну Скоробогатову. И олимпийскую чемпионку, чемпионку мира и Европы Аделину Рустамовну Загидулину. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые наши дорогие гости. Здравствуйте. Итак, мы знаем, что вот сейчас на сцене находятся удивительно красноречивые люди, и мы с удовольствием послушаем. Милана Маратовна, прошу, можно с вас начать? Последние годы я часто вспоминаю фразу, которая буквально пронизывает каждую мою клетку. Главная задача человечества – это сохранение человеческого рода на планете. Сделать это только можно единственным способом, потому что есть только единственный носитель в будущее для каждого из нас. И это дети. И они так преданно сейчас смотрят с первых рядов, поэтому взрослые. Аплодисменты нашему будущему. Но ребенок сам по себе беспомощен. И только взрослые, значимые взрослые, родители, учителя, тренера, те, кто живут по правилу, понять, принять, поддержать и сопроводить по этой жизни. И только те взрослые становятся значимыми, которые знают, что такое любовь, что такое быть рядом, нести на руках, поддерживать, восхвалять, любить, требовать и снова любить. И именно такие люди сегодня перед нами. Аплодисменты великим тренерам. И низкий поклон Риме Акбердиновне, человеку с удивительным даром, которая сама является великим источником жизненной энергии и которая так щедро делится с каждым из нас. Милая Рима Акбердиновна, сияйте, вулканируйте, потому что вы тот источник, который вечен. Энергия жизни на нашей земле. Рима Акбердиновна, и вам аплодисменты. Спасибо, Милана Маратовна. Аделина Рустамовна, прошу вас. Как-то у нас, знаете, не хватает аплодисментов для олимпийской чемпионки. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья.
Уважаемая Рима Акбердиновна, спасибо вам большое за такой праздник, за то, что вы верите в спортсменов, даете надежду, мотивируете и, конечно, за то, что отмечаете успехи. Раньше девиз спорта был «быстрее, выше, сильнее». И недавно добавили слово «вместе». Быстрее, выше, сильнее, вместе. Потому что победить в одиночку невозможно. Победить можно только с тренером вместе. Поэтому большое спасибо и низкий поклон всем тренерам за ваш труд, за вашу любовь к своему делу. И желаю вам здоровья и терпения с учениками. Спасибо. Легенда отечественного биатлона и мирового биатлона. Русская ракета Максим Чудов. Уважаемые друзья, уважаемая Рима Акбердиновна, Илья Хариваевич, Руслан Тагирович, спасибо большое, во-первых, за приглашение. Хочется отметить, на самом деле, сказать огромное спасибо всем тем спортсменам, всем детишкам, которых мы сегодня наблюдали, наверное, еще будем наблюдать, которых показывают. Вы настолько многогранны, вы даже не представляете себе, на что вы способны и на что вы заряжаете все молодое поколение, которое, наверное, смотрит на вас сейчас и будет смотреть дальше, и будет стремиться как минимум показать такие же результаты, а как максимум их преодолеть, да, то есть мы также были на спортивной арене, мы знаем, что это такое, и, конечно же, без наставников, без тренерского штаба, без второй мамы и второго папы, наверное, ни один спортсмен бы не справился. И, конечно же, хочется сказать огромное спасибо наставникам, вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, спортсменам не останавливаться на достигнутом. Я вот сейчас сидел, наблюдал, да, кто-то 5 золотых медалей выиграл. На самом деле мне этого не удавалось с одного чемпионата. Это дорого стоит, это бесценно. Поэтому будьте благодарны, уважаемые спортсмены, своим родителям, своим наставникам. Не забывайте, посещайте их и в будущем, и у вас все будет прекрасно. Спасибо большое всем. Всех поздравляю. Спасибо, Максим Александрович. Ну а сейчас, наши уважаемые гости, мы просим вас вручить статуэтки нашим глубоко уважаемым тренерам, победителям в номинации «Секрет победы». Победители в этой номинации Вячеслав Валентинович Шамаев, Игорь Львович Тверяков и Халил Равилович Шамасов. И ваши самые громкие аплодисменты. Ну что, сделаем красивую фотографию со звездами спорта и законодательной отрасли и лучшими тренерами республики. Аплодисменты. Очень уютно на сцене. Спасибо огромное. Ну или, как говорят у нас в башкирском спорте, рахмат. Пожалуйста, присаживайтесь, располагайтесь. На этом еще ничего не заканчивается. Ну что, мы продолжаем наш праздник на сцене Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова.
Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова. Мы их называем олимпийскими чемпионами по башкирским танцам. По народным танцам. По башкирским народным танцам. Давай уж так, Лилия Евгеньевна. Внимание, буквально через несколько минут мы перейдем к награждению следующей номинации «Открытый взгляд». «Открытый взгляд» — это необычная номинация, значение которой становится все более явным в наше время. Сегодня влияние средств массовой информации и интернета на общественное мнение огромное. Это заметно и в спортивной сфере. Каждый из нас, можно сказать, ежеминутно находится в поиске объективного взгляда. И те журналисты, периодические издания, телеканалы и интернет-порталы, которые способны его высказать, пользуются, конечно же, большим уважением. Честность и неподкупность в освещении спортивных событий часто имеет огромное значение для развития всего отечественного спорта. И только те, кто держит высокую планку спортивной журналистики, могут быть отмечены в номинации «Открытый взгляд». А в номинации «Открытый взгляд» награду получают... Башкирское спутниковое телевидение, государственный телеканал Республики Башкортостан. В эфире более 50 программ различных жанров и направлений о политике, экономике, культуре и искусстве, социальной сфере, которые регулярно освещают жизнь, вопросы и проблемы инвалидов, развитие физической культуры и спорта, успехи башкирских и начинающих спортсменов с инвалидностью. Информационное агентство «Башинформ» освещает общественную, политическую, социально-экономическую жизнь города, республики, проблемы людей с инвалидностью, заботы горожан, ветеранов, молодежи, защищает законные интересы читателей. И еще один победитель – газета «Ашкадар», город Стерлитамак. Уделяет внимание и освещает проблемы людей с инвалидностью, вопросы спорта, физической культуры, общественной жизни района. Мы приглашаем для получения наград комментатора отдела спортивных программ телеканала БСТ Артема Владимировича Кочешева, главного редактора информационного агентства «Башинформ» Руслана Михайловича Шарафуддинова и главного редактора газеты «Ашкадар», город Стерлитамак Мансуров Рамиль Габдрашитович. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Радостно видеть вас на этой сцене. Итак, для вручения наград на сцену приглашаются легенда советского баскетбола, российский телекомментатор, журналист, писатель Владимир Александрович Гомельский. Руководитель агентства по печати и средства массовой информации Республики Башкортостан Максим Владимирович Ульчев. И заместитель генерального директора АО РФК Михалапа Анна Александровна. Итак, Владимир Александрович, можно по маэстро попросить к микрофону? Я начну как все. Рима Акбердиновна, спасибо тебе большое, до глубины души. Вот за моей спиной 13 олимпиад, на самом деле 14, на московской я еще не был журналистом. Какие-то призы, и я ни разу, будучи журналистом более 30 лет, я ни разу не могу вспомнить, чтобы кого-то награждали за то, что правильно освещается паралимпизм, паралимпийский спорт. Это такая богатая идея, это так здорово, это принимает. Потому что, ну, знаете, бывает в журналистской работе повезло, не повезло. Повезло. Ты освещаешь событие, в котором наш спортсмен стал олимпийским чемпионом, чемпионом мира. И ясное дело, что ты в какую-нибудь номинацию угодишь. А здесь у нас лучший паралимпийский спорт в мире. А номинации специальные ни Союз журналистов, ни Российская ассоциация спортивных комментаторов такой до сих пор не ввело. Вот я буду не я, если я не предложу ввести такую номинацию для всех в России. Ну а вас, я за вас поблагодарил госпожу Баталову, вас я поздравляю. Ребят, вам действительно повезло. Вы молодцы, и вы угодили в нужное время, в нужное место. Спасибо. Максим Владимирович. Добрый день. Рима Акбердиновна, добавлю к вышесказанным благодарностям в ваш адрес. Действительно, спасибо за то, что вы признаете труд журналистов и роль СМИ в освещении и в популяризации
в целом вопросов. Эти вопросы, особенные люди требуют особого внимания. И мы понимаем, что зоркий глаз и острое перо журналиста, оно может быть даже не столько важно на торжественных мероприятиях, а сколько важно в нашей повседневной жизни, где нужно высветить, может быть, и вытащить на поверхность те моменты, где общественность недостаточно внимания оказывает внимание или внимание власти привлечь. Вот в этом, я считаю, еще даже большая роль журналистов и средств массовой информации. Ну а вы, ребята, конечно же, достойны того, чтобы все члены общества, все широкое общество знало о вас. Ваши победы, ваши достижения делают в первую очередь и нас сильнее. Спасибо вам. Спасибо. Анна Александровна, прошу вас. Рима Акбердиновна, огромное спасибо за то, что позволяете находиться в такой атмосфере здесь. Это атмосфера добра, тепла и любви. Поклон вам за то, что вы показываете детям и их семьям, что есть надежда и есть путь, куда стремиться, и их достижениями, чем больше они добиваются чего-то в жизни, они встречаются со многими интересными людьми, с легендарными личностями, и это их мотивирует в жизни, и они не останавливаются. Я хочу поблагодарить действительно за вот эту атмосферу, потому что в мире сейчас очень мало добра, и здесь его настолько много, что заряжаешься еще на год вперед. Спасибо, Рима Акбердиновна. Спасибо, дорогие наши гости. Ну а сейчас мы попросим вручить награды руководителям и представителям средств массовой информации республиканского значения. Их смотрят, их читают, их любят. И, конечно же, абсолютно уверен, что сегодня, Рима Акбердиновна, мы прочтем статью об этом событии или посмотрим видеоматериал от коллег с телеканала БСТ. Руслан Михайлович, заслуженный работник печати и средств массовой информации, можете не спрашивать, пожалуйста. Очень лестно и волнительно находиться на этой сцене. Сегодня не принято было награждаемым выступать с ответным словом. Давайте я возьму на себя эту ношу. Для Башинформа эта тема была, есть и будет самой приоритетной, потому что для нас эти люди с неограниченными возможностями, с большим сердцем и крепким духом. Поэтому это великолепный праздник, действительно. Очень правильная аудитория и очень благое дело. Спасибо. Руслан Шарафудинов, спасибо огромное. Ну а сейчас, с вашего позволения, коллеги, мы попросим вас сделать фотографию праздничную. Восьмая премия «Молодость нации». Давайте скажем так, 8-я юбилейная. Я пытаюсь, вывести вас на аплодисменты. На сцене победителей в номинации «Открытый взгляд». Башкирское спутниковое телевидение, информационное агентство Башинформ и газета «Ашкадар». Давайте громче аплодировать всем тем, кто выходит на эту сцену, всем тем, кто еще выйдет, потому что это лучший показатель того, что настроение у нас с вами классное, праздничное. Ну а сейчас вот информация для гостей нашей премии. Сейчас на сцене будет что-то около половины города. Потому что на сцене образцовая вокально-хореографическая студия «Ассоль», Народный театр танца «Ренессанс», Народный театр современной хореографии «Своими ногами», вокальная группа «Премьер» и лауреат международных и всероссийских конкурсов Гульшат Герфанова. И поверьте мне, они, как и любой другой артист, обожают аплодисменты, хотя я ни на что не намекаю. Пойдемте, Лилия Евгеньевна. Пойдемте. Приходит рассвет, землю согреть постепенно. Наши сердца, как движение планет, тоже являются частью Вселенной. Через тепло материнской руки приняли дар мы бесценный, и потому навеки близки, тоже является частью Вселенной.
тысячи лет и тысячи миль. Свет одолеет мгновенно. Каждый из тех, кто любовь подарил, тоже является частью Вселенной. Сегодня мы вам отдаем, тоже является частью Вселенной, 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 тоже является частью Вселенной. Спасибо вам. Спасибо вам, ребята. Это было волшебно. Спасибо. Ну а мы, в свою очередь, переходим к заключительной номинации «По зову сердца». В ней будут отмечены меценаты и спонсоры, которые оказали огромное влияние на наш спорт, открыли для него новые возможности. Но ни для кого не секрет, что спорт больших достижений сегодня как никогда связан с материально-технической базой, профессиональной экипировкой, поездками на соревнования. И все это требует больших вложений, и их себе может позволить далеко не каждая семья. Благодаря людям, имена которых вы сейчас услышите, многие планы были претворены в жизнь. Наш спорт активно развивается и конкурирует на мировом уровне, потому что ему уделяют внимание неравнодушные, чуткие люди, способные поддержать настоящий талант. Итак, в номинации «По зову сердца» побеждают Денис Андреевич Назаров, президент группы компании «Аструм». Он принимает активное участие в развитии спорта на территории Республики Башкортостан в организации проведения спортивно-массовых мероприятий. Ахтямов Азат Ринатович, участник и спонсор многих республиканских и городских мероприятий в сфере физической культуры и спорта. Компания «Ревстройпроект» реализует множество благотворительных проектов, направленных на поддержку и развитие детско-юношеского спорта в районах Башкортостана, а также в области здравоохранения и строительства социальных объектов. К сожалению, Денис Андреевич не смог присутствовать сегодня, поэтому для получения награды мы приглашаем на сцену генерального директора управляющей компании «Аструм» Федорова Александра Геннадьевича, директора группы компании «Ревстройпроект» Даутова Рустема Рамилевича и руководителя компании «Базис» Азата Ринатовича Ахтямова. Победители в номинации «По зову сердца». Здравствуйте, уважаемые наши. Ну а для вручения наград мы приглашаем на сцену 13-кратную паралимпийскую чемпионку, 18-кратную чемпионку мира, 43-кратную чемпионку Европы, депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. Внимание, аплодисменты Риму Акбердиновну Баталову. Самая, наверное, такая волнительная номинация, потому что без таких вот молодых ребят, без их доброты сердца, без их огня в сердце не было бы, наверное, такого праздника. Праздника для наших детей. И я горжусь тем, что, знаете, наши дети именно первые шаги в спорт делают именно на нашей номинации. Потому что вы сами видели, что те люди, которые были номинированы, уже сами награждают этих ребят. Ну, ребята, я искренне благодарю вас, потому что действительно без вас мы бы не смогли собраться здесь. И я хочу поблагодарить всех тех, кто всегда с нами, кто нам помогает. Потому что в зале сидят многие, которые
именно с нами в команде Римы Баталовой. Я хочу также сказать своим помощникам большое спасибо, потому что только вместе можно творить добро, только вместе можно делать людей счастливыми. Если мы сами счастливы, значит и наши все друзья, и все сидящие в этом зале будут счастливы. Ребята, дорогие друзья, я хочу всех вас поблагодарить, особенно гостей, которые приехали, потому что, опять же могу сказать, безберга.спорт. Так что удачи всем, мирного неба над головой. И, конечно же, еще раз слова искренней благодарности вот этим молодым ребятам. Ребята, пусть в ваших сердцах никогда не погаснет огонь доброты. Вперед и только вперед! Рима Агбердиновна, а можно еще, знаете, как сказать? Безберга.баталова. Это тоже хороший вариант. Да, ну а сейчас мы просим вас, как учредителя этой удивительной премии, наградить наших уважаемых меценатов. Прошу вас. Да, Рима Агбердиновна лично благодарит каждого из тех, кто помогал организовывать эту премию в частности, и поддерживает паралимпийское движение в Республике Башкортостан. Вам огромное спасибо. Мы видим, что благодаря таким, как вы, паралимпийский спорт не только в столице республики, но и в районах Башкортостана развивается. И мы видим новых звездочек, которые абсолютно уверены в ближайшем будущем заявят о себе на мировом уровне. Сейчас традиционная фотография на память, конечно же, под громкие аплодисменты всех присутствующих. Итак, наши уважаемые, дорогие меценаты, мы просим вас занять место в зрительном зале. А вас, Рима Агбердиновна, буквально на секундочку, да, просим задержаться на сцене. Рима Агбердиновна, во-первых, позвольте сделать комплимент вашему платью. Потрясающе. Вы у нас сегодня такая, знаете, добрая лесная фея. Предвестник лета. А во-вторых, я бы хотел, чтобы пару милых девочек вышло к нам на сцену. Они что-то хотят сделать для вас. Я вот, честно, понятия не имею, что, наверное, цветы вручить. А почему они так похожи на вас? Рима Агбердиновна, неужели это ваши внучки? А теперь, девочки, фотографию для того, чтобы опубликовать ее в Одноклассниках. Браво, Рима Агбердиновна, спасибо вам большое. Спасибо за то, что вы есть, и за то, что есть ваша удивительная премия. Ну что же, близится кульминация нашего праздника. Для победителей конкурса, для всех наших гостей, для наших друзей свое творческое поздравление приготовил знаменитый артист. Ну, стоит отметить, что это добрый друг премии «Молодость нации», легенда российской эстрады. Встречайте, солист группы «Нана» Владимир Левкин. Владимир, как долго мы вас ждали. Кто придумал дни и бег стрелок по минутам? И стучат они, и идут одним маршрутом. Может, это нам с тобой предназначено судьбой просыпаться вместе раньше, чем наступит утро. Я буду с тобой встречать рассвет и дарить тебе весну и лето. И я знаю твой ответ, но сейчас промолчу об этом, просто скажу привет. Помнишь, мы пели примету, если вместе увидим свет, счастье на много лет. Какое нас сейчас и две стрелки циферблата.
Просто пусть они вместо нас спешат куда-то. Потому что нам с тобой предназначена судьбой просыпаться вместе раньше, чем наступит утро. Я буду с тобой встречать рассвет и дарить тебе весну и лето. И я знаю твой ответ, но сейчас промолчу об этом. Просто скажу привет. Помнишь, мы верили в примету, если вместе увидим свет, счастья на много лет. Очень приятно видеть вас сегодня. Какой раз уже не помню. Рима Акбердиновна, низкий поклон. И аплодисменты всего зала. С тобой встречать рассвет и дарить тебе весну и лето. И я знаю твой ответ, но сейчас промолчу об этом. Просто скажу привет. Помнишь, мы верили в примету, если вместе увидим свет, счастье на много лет. Счастья на много лет! В любви признаться может каждый, но иногда в любви признается вот так, как написал Владимир Боровиков, а я для вас спою. Сколько дорог мне довелось пройти, сколько всего встретить пришлось в пути. Было много тревог, но я все-таки смог тебя найти. Тебя найти. Дорогая моя, родная, ты одна у меня такая. Ты радость моя, ты все для меня, дорогая моя, родная. Ты радость моя, ты все для меня, дорогая моя, родная. Дальше идти нам суждено судьбой. Будет в пути что-то не так порой. Только все не беда, и я знаю всегда, что ты со мной, что ты со мной, дорогая моя, родная.
такая, ты радость моя, ты все для меня, дорогая моя, родная, ты радость моя, ты все для меня, дорогая моя, родная. Дорогая моя, родная, ты одна у меня, такая, ты радость моя, ты все для меня, дорогая моя, родная. Частичка моя, ты все для меня, дорогая моя, родная. Я без этой песни не могу. Тем более, насколько я знаю, это любимая песня Римы Акбердиновны. Давайте поаплодируем ей, ее праздник сегодня. Она собрала столько людей. Прекрасно. И я очень надеюсь, что они нам принесут очень много медалей. Может быть, когда-то вспомню я, ребята, все, что подарил мне этот месяц май. Первое свидание и в любви признание, и девчонки первый поцелуй. Запевай, запевай эту песню месяц май, и любимой принеси ты слова моей любви. Расскажи месяц май криком первых птичьих стай и цветение садов про мою любовь. Что со мной не знаю, голову теряю, я себя теряю от любви к тебе, по тебе скучаю и часы считаю. Виноват, наверное, в этом месяц май. Запевай, запевай эту песню месяц май, и любимой принеси ты слова моей любви. Расскажи месяц май криком первых птичьих стай и цветение
про мою любовь. Всегда хотел это сделать, поддержите меня, друзья. Дамы, приглашайте кавалеров. А то потом поздно будет, поверьте мне. Запевай, запевай эту песню месяц май, и любимой принеси ты слова моей любви. Расскажи ей месяц май криком первых птичьих стай и цветение садов про мою любовь. Запевай эту песню месяц май, и любимой принеси ты слова моей любви. Расскажи ей месяц май криком первых птичьих стай и цветение садов про мою любовь. И цветение садов про мою любовь. И цветение садов про мою любовь. Песне 35 лет. Конечно, фонограмма немножко старая, но я вас попрошу, давайте мне поможем, вдруг что-то изменится в этой жизни. Упала шляпа, упала на пол, и ветром шляпу унесло. Хоть всюду слякоть, не надо плакать, но было горе, было и прошло. Все перевернется, родная, все перевернется, пойми. А жизнь хорошая такая, ты улыбнись и обними. Забудь о шляпе, не скажем папе, не скажем папе, что я тебя нашел. Да будет капать, ну хватит плакать, тебе без шляпы тоже хорошо. Все перевернется, родная, все перевернется, пойми. А жизнь хорошая такая, ты улыбнись и обними. Друзья, сегодня этот праздник для вас. И этот праздник, который уже 8-й раз проходит вместе со всей республикой, вместе со всей страной. А возглавляет его депутат Государственной Думы Рима Альбертиновна Баталова. Давайте первый куплет вместе. Упала, упала, и ветром шляпу, хоть всюду слякоть, не надо, но было горе, было и прошло. Все, да, все перевернется, пойми. А как жизнь? А жизнь? Кто сказал короткая? Нет, она у нас хорошая, длинная
И мы еще все успеем в нашей жизни. А жизнь... Ты улыбнись и обними. Ты улыбнись и обними. Ты улыбнись и обними. Рима Акбердиновна сегодня говорила это слово, и вообще это слово в нашей семье, в моей семье, очень показательно. Потому что и бабушка, и мама, и папа, царство ему небесное, всегда говорили: Володь, всем говори одно слово. Спасибо. Спасибо Риме Акбердиновне. Спасибо устроителям этого прекрасного, я бы сказал, фестиваля, потому что здесь столько красок, что можно сказать, что это фестиваль. Спасибо огромное тем, кто себя не жалеет и достигает определенного уровня в спорте. Спасибо родителям, которые вместе со своими детьми идут этой непростой дорогой. И спасибо тем, кто поддерживает это прекрасное начинание. Аплодисменты, друзья! Спасибо вам! Я вас люблю, мои друзья. Мне с вами так тепло и просто. И эту песню вместо тоста готов всегда исполнить я. Я вас люблю, мои друзья. Спасибо, я говорю вам всем спасибо. Нам вместе будет все по силам, и да поможет песня нам. Спасибо, живите долго и красиво. Живите долго и красиво, храни вас Бог, спасибо вам. Живите долго и красиво, храни вас Бог, спасибо вам. Я вас прошу, друзья мои, цените каждую минуту, а я за вас молиться буду. Живите в мире и любви. Я вас прошу, друзья мои. Спасибо, я говорю вам всем спасибо. Нам вместе будет все по силам, и да поможет песня нам. Спасибо, живите долго и красиво. Живите долго и красиво, храни вас Бог, спасибо вам. Живите долго и красиво, храни вас Бог, спасибо вам. Спасибо, я говорю вам всем спасибо. Нам вместе будет все по силам, и да поможет песня нам. Спасибо, живите долго и красиво. Живите долго и красиво, храни вас Бог, спасибо вам. Спасибо, я говорю вам всем спасибо. Нам вместе будет все по силам, и да поможет песня нам. Спасибо, живите долго и красиво. Живите долго и красиво, храни вас Бог, спасибо вам. Живите долго и красиво, храни вас Бог, спасибо вам. Храни вас Бог, я говорю, спасибо вам. Спасибо вам. Владимир Левкин. Спасибо вам всем, друзья. Низкий вам поклон. И как поется в этой песне, нам вместе будет все по силам. Ура!
Владимир Левкин. Владимир, спасибо вам огромное. Спасибо за то, что вы сегодня вместе с нами. И спасибо каждому из вас за этот классный праздник. Это уже добрая традиция ежегодно встречаться здесь, в Государственном концертном зале Башкортостана. Все это действо действительно можно назвать гимном спорту. Но теперь вы знаете, в следующем году, 9 апреля, встречаемся здесь же. На этом наша премия подходит к концу. Спасибо за то, что вы были вместе с нами. До свидания. До свидания. Ну а сейчас всех победителей и всех наших гостей мы приглашаем на сцену для того, чтобы сделать общую фотографию. Победители, уважаемые гости, милости просим. До скорых встреч!